Так, ассаламу алейкум. Валейкум салам, Турпал. Всем, кто мне дал салам, валейкум салам. И Бон пишет: Джамбулат, почему не пообщаешься с братьями из Турции насчет нашего будущего? А там немало братьев, студентов исламских наук, например, Абу Халид, Абу Кудама и все остальные. Я бы с большим удовольствием с ними пообщался. Ну, в принципе, у меня есть намерение с ними пообщаться. Эти вопросы, которые сегодня у нас витают, и нам кажется, что исламское государство, что тип исламского государства, он известен. На нас сильно отрицательно действует наше незнание. Когда мы говорим об исламе, нам кажется, что это такое стопроцентно решенное, когда эти вопросы, они оставлены на то, чтобы мы трудились в этом направлении. И исламское государство, оно было нескольких типов в своем историческом развитии. И сегодня у нас есть такая ситуация, что наша молодежь уходит, ну, как бы это сказать, в такое миссионерство. Им кажется, что они должны преследовать ту же цель, которая была возложена на нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а это зарождение уммы. В то время как умма уже, она зарождена 1400 лет назад. Сегодня перед нами не стоят те же цели, которые стояли перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. У нас сегодня наиважнейшая задача – это построение нашего национального государства. И если мы состоимся как таковое, то тогда только мы можем принимать участие в вопросах нашей всецелой уммы. Сегодня умма сама находится очень в плохом состоянии. Она не способна помочь не то, что нам, она не способна помочь самой себе. Перед ней стоят большие проблемы, внутренние проблемы ума, они очень велики. И это предстоит решить ученым ислама и политикам крупных исламских государств. На чеченцах, как на народе, который оторван территориально от такого общего массива исламской уммы, мы должны осознавать, что мы сегодня не являемся лидерами уммы. Да, нас воспринимают как, на нас смотрят с надеждой, полагается, но все вот эти их призывы к нам: о, вы ислама, о, вы Кавказа, вот все вот эти зазывания, все вот эти психологическое воздействие на нашу молодежь, это всегда для нас кончалось плачевно. И если мы даже недавний урок сирийских событий, если нас не осудить наши головы вот этих приверженцев каких-то всемирных каких-то проектов, мы можем, это все может очень плачевно для нас обернуться. Мы и так народ, который висит на грани вопроса выживания, на грани вопроса быть или не быть. Пока мы будем решать вопросы всей исламской уммы, завтра может статься такое, что чеченского народа и всех северокавказского народа больше не станет. Тогда, конечно, этот вопрос сам по себе отпадет. Исламская умма потеряет один из исламских регионов, Северный Кавказ. Поэтому даже с точки зрения интересов всей исламской уммы, потери Северного Кавказа, для нее это отрицательный результат. И только на нас сегодня лежит ответственность за наше будущее. Я, конечно, с большим удовольствием хотел бы встретиться с нашими талибуль-ильм, нашими учеными. Я уверен, что они также живо интересуются нашим будущим, сопереживают, болеют, имеют свои какие-то представления, имеют свои планы на будущее. Иншаллах, я как-нибудь взыщу возможность встретиться с ними, и мы, иншаллах, это совместно вместе обсудим, если у них, конечно, будет желание со мной это обсудить. Так, Бон пишет, где это было? Я более чем уверен, что они поймут тебя и выслушают, и тебе не придется потратить даже месяца для взаимопонимания. Мы уже хоть как-то будем костяком основной для начала, для того же Гулума в июне.
Иншаллах, я уже говорил, что до начала даже, может быть, июльского вот этого собрания, съезда, вполне возможно, что мы постараемся встретиться, если они смогут выехать ко мне в Европу. Если же нет, то я постараюсь выехать туда, в Турцию, и мы, иншаллах, встретимся. Можно это расценивать как приглашение к дискуссии. У нас, наверное, есть общие знакомые. Можно мне прямо написать под комментариями, можно через наших общих знакомых довести до меня сообщение, если желание встретиться. Так,